В Ухте прошла очередная конференция Коми регионального отделения «Единой России». Конечно, основной вопрос – выборы руководящего состава. Чуть ранее члены регионального политсовета партии определились с кандидатурами. Сюрпризов при голосовании быть не должно. Делегаты настроены на консолидированную работу. Голосование будет, конечно, консолидированным, потому что все местные отделения, Коми региональное отделение, они выдвигали своих кандидатов, ну и прежде всего того, что мы вместе общаемся, поэтому считаем, что будет нормально, хорошее голосование. Одним из первых уже на самой конференции выступает первый вице-губернатор. Алексей Чернов подвел итоги непростого выборного года. В качестве примера последние поселенческие выборы, которые прошли 14 октября. На самом деле они самые сложные. Ведь у нас очень легко рулить судьбами всей страны, но всегда почему-то тяжело прибить крючок в подъезде или там дверь поправить, да, у нас вот на этом всегда проблемы происходят. И то же самое с вами будем ведь и на выборах, да, там какая активность всегда идет, чем выше уровень, например, уровень, как последние выборы поселенческие, а это то, где все решается. И я сегодня могу сказать, что если бы Единая Россия не провела ту работу, которую она провела, мы бы просто не сформировали советы во многих поселениях, не было бы бюджетов. Не было, вот просто это вот на бытовом уровне был бы системный коллапс. Такой же позиции придерживается и сенатор от Коми Евгений Самойлов. Те же октябрьские выборы показали, большинство населения поддерживает курс Единой России. По ним у Коми твердая пятерка. И это не моя личная оценка. Руководство партии просило меня довести до вас эту информацию. Твердая 5. Результат вам известен. Кстати, он ввиду самых показательных приводился во всех федеральных информационных материалах. Мы получили 1025 мандатов против 26 у КПРФ и 18 у «Справедливой России». Отдельно Игорь Леонов отметил районы, в которых единороссы заручились максимальной поддержкой на выборах. Это Сосногорский, Прилузский и Усть-Вымский. После секретарь регионального отделения выступил с отчетом о проделанной работе. За последний год партийцами реализуется 15 федеральных, 9 региональных и более 50 местных проектов с огромным спектром и затрагивающих практически все аспекты жизни граждан. Делегаты выслушали доклад, а затем проголосовали за признание работы удовлетворительной. При обсуждении вопроса об избрании секретаря Коми регионального отделения были выдвинуты 3 кандидатуры. Тайное голосование показало, Игорь Леонов остается на новый политический срок. Коллеги поддержали полностью мою кандидатуру, так что будем работать. Я уже официально заявил, что, а работать мы можем. Так? И это уже нами показано и доказано, потому что у нас есть один лозунг «Верьте только делам». Мы будем показывать только дела. И всем коллегам я пообещал, что работать мы будем так, как говорил Владимир Владимирович Путин. И как он говорит, работать будем, как рабы на галерах. Вообще все выборы проходили на альтернативной основе. Такие требования нового устава партии. Существенные изменения в процедуре выборов – это альтернативность. Вы заметили, что выборы секретаря Коми регионального отделения нашей партии проходили на альтернативной основе из 3 кандидатур. Была избрана кандидатура Игоря Викторовича Леонова. Соответственно, вот эта публичность, открытость, присутствие демократических принципов при избрании руководящих органов партии – это главные изменения, которых мы коснулись с изменением устава весной 2012 года. Это же требование соблюли при выборе нового состава регионального политсовета. Он обновился примерно на четверть. Процесс ротации абсолютно нормальный, уверены партийцы. Так, например, в Ухте недавно был избран новый секретарь местного отделения. На конференции 26 октября у нас избран новый секретарь, он перед вами. На политсовете избран новый руководитель исполкома. Безусловно, что после конференции будут верстаться планы работы местного отделения. Я думаю, что они будут абсолютно коррелироваться с тем, что сегодня на конференции вы слышали. В новый состав регионального политсовета рекомендованы несколько секретарей так называемых первичек. По словам делегатов, такие кадровые перестановки больше всего помогут узнать проблемы на местах. И не просто узнать, а решать их. Изменения, конечно, будут 100%, потому что партия «Единая Россия» – это партия, которая
двигается вперед. Вот, а значит, в этой партии должны появляться новые люди, новые идеи. И, в общем-то, непосредственно те люди, которые готовы делать следующие шаги и улучшать как работу партии, так и, соответственно, жизнь людей, которые за эту партию поддерживают и голосуют. Новый состав политсовета определили тайным голосованием. Также выбрали членов контрольно-ревизионной комиссии. Но предстояло определиться с еще одним кандидатом, кого партийцы рекомендуют на должность спикера Госсовета Коми. Кандидатуры две – Игорь Ковзель и Станислав Хохалкин. Конечно, вот этот вот выбор всегда очень сложно сделать. Да, а вот кто, что, потому что Станислав Юрьевич просто безмерно мной уважаемый коллега, с которым не один созыв я рука об руку отработала. Игорь Владимирович, значит, пришел в законодательный орган, пришел в Государственный совет, и уже вижу, насколько это весомый и очень интересный депутат, насколько интересно работает с избирателями, ищет новые формы работы. 60 из 75 делегатов в итоге голосуют за Ковзеля. Окончательное решение депутаты Госсовета примут на своем заседании 22 ноября. Игорь Ковзель пока предлагает не делить шкуру неубитого медведя, но на пресс-конференции признается, даже на должности председателя Госсовета не оставит без внимания возглавляемый им сейчас бюджетный комитет. Так как председатель может за собой сохранять кураторство над одним из комитетов, я, конечно, выберу кураторство над комитетом по бюджету и буду, безусловно, следить за ним очень активно, принимать участие в работе. Завершилась региональная конференция спустя 5 часов после начала работы. Однако членам вновь избранного политсовета пришлось задержаться еще больше на свое заседание в новом составе.